Высокие показатели по голосованию «за», поэтому была отмечена положительная работа всех органов местного самоуправления и наших руководителей. Поэтому всем спасибо. В самом начале совещания председатель правительства Ингушетии Владимир Сластень рассказал об итогах двухсторонней встречи полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки и главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, которая состоялась накануне. Премьер подчеркнул, что Юрий Чайка отметил положительную динамику развития республики практически во всех отношениях. Была вчера дана высокая оценка формированию как призыва весеннего, 100%, даже больше мы перевыполнили, да, на 30 человек, и формированию контрактников. Единственный регион в Северо-Кавказском округе – это Ингушетия. Сформировали 100% плановых заданий. Итого по году у нас там 66% выполнения. Ингушетия в этом году одной из первых в СКФО досрочно и в полном объеме выполнила задачи призывной кампании. До этого регион дважды становился первым по стране. Задание Минобороны выполнено на 100%. Руководство штаба Южного военного округа поблагодарило и просило поблагодарить руководство республики, то, что задание было выполнено без срывов. И, будем говорить так, у нас в округе мы первыми завершили отправку граждан на военную службу. Военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев отметил, что сбавлять темпы еще рано. Во взаимодействии с главами муниципальных образований необходимо усилить работу по отбору граждан на военную службу по контракту. У нас на сегодня из 600 человек направлено 271, это более 45%. Но у нас есть муниципальные образования, которые перешли за планку 50%. Это перевыполнили годовое задание у нас Жиравский район, как ранее мы говорили. Город Магас у нас идет 66,6%, город Карбулак 60,6% и Сунжский район 52%. По 3 национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Безопасные качественные автомобильные дороги» Ингушетия находится в зеленой зоне. Более подробно о ходе заключения госконтрактов по объектам и мероприятиям нацпроектов рассказал начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства региона Бекхан Мальсагов. Кассовое исполнение 1 миллиард 983 миллиона, 45,4%. Кассовое исполнение у нас полностью открыто практически по всем министерствам, кроме комитета по туризму. Здесь соглашения еще не подписаны и кассовое исполнение открыто. Всего средств по туризму 30 миллионов 303 тысячи. Месяц назад подписано дополнительное соглашение, где на 10 миллионов увеличен лимит для республики. В новом указе президента России от 7 мая текущего года о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30-го и на перспективу до 36-го года обозначено 7 национальных целей. Это 11 нацпроектов, в которые будут входить более 60 федеральных проектов. Вот, например, комиссия Госсовета по направлению социальная политика. Это разработка нацпроекта «Семья». И здесь очень большой объем тех услуг, которые направлены на социальную защиту населения. У нас координатором этого проекта является Министерство труда, но смежность с этим проектом ведет и Минздрав, и Минспорта. И здесь, что касается подготовки детей к каким-то там спортивным мероприятиям, и здесь малоимущие семьи, семьи с 6 и более детей. Вот такие позиции обеспечения их жилыми помещениями. Важный вопрос на повестке обеспечения водоснабжением жителей республики в период летнего сезона и готовности подвоза воды в случае поступления заявок от территориальных администраций. Министр энергетики ЖКХ республики Ахмед Улукоев отметил, что ситуация под контролем. Водоснабжением все обеспечиваются. 2 крупные аварии, возникшие на прошлой неделе, успешно устранены. По воде проблем на сегодняшний день нету. По резервуару дорожную карту по закупке этого резервуара, который находится на соседней территории в Кизлярском водозаборе, мы подготовили, отправили на согласование. Сегодня я еду в Малгобек. Регламент правовой отдел нам, как правильно все сделать, написал, все выдал. Сегодня я еду в Малгобек, дальше встречаться с хозяином, с участником, с этим, с Корьевым. Я думаю, вопрос сегодня постараемся закрыть и регулировать. В
В правительстве также обсудили ситуацию с массовым отравлением ботулизмом. Руководитель Роспотребнадзора по Ингушетии Борис Камурзоев отметил, что вспышка затронула 7 субъектов страны. Причина отравления – некачественные консервы и закрутки. Заболело 375 человек, из них больше средней степени тяжести, больше 40 находятся в реанимации. И один случай на днях в Костромской области, это летальный случай. Молодой парень, 23 года, отдыхал у бабушки, там доставка. Основная причина заражения – это салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке. Причиной стало 2 изготовителя, которые расфасовывали эту фасоль и отправляли в разные регионы страны. В связи с этим Владимир Сластейн отметил необходимость усиления контроля за производством пищевых продуктов в регионе. В ближайшее время будет проведена необходимая работа в ресторанах, кафе и залах торжеств. Все свадьбы посещаем, от 500 до 1000 человек у нас в среднем проходит на одной свадьбе именно в наших ресторанах. И 1-2 раза в неделю эти рестораны накрываются, обычно в выходные дни. Мы абсолютно не в курсе, где, как, откуда привозится, потому что из 54 залов торжеств, которые официально у них есть сайты, которые предлагают свои услуги, что у них есть там и телефоны, и адреса, все, я вам этот перечень показывал, Владимир Владимирович. 6 объектов, которые имеют сегодня госрегистрацию. Фактически все, которые сидящие здесь, потенциально могут в любое время, не дай Всевышний этому случиться, быть жертвами вот этих проблем. Далее на совещании рассмотрели вопрос об организации шефской помощи на территории Токмакского района Запорожской области. Замминистра строительства Ингушетии Игорь Захаров рассказал о проводимой работе под руководством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Запланированные работы на 2023 год выполнены в полном объеме. К 2024 году у нас запланирована замена водопровода в городе Молочанск по улицам Низовая, Спартаковская и Крупская. Общая протяженность 2400 километров. Проведение пусконаладочных работ на КНС, канализационной станции в городе Молочанск и бурение скважин в городе Молочанск. В завершении участники совещания подробно остановились на вопросе о рассмотрении проекта закона Ингушетии о внесении изменений в закон республики о мерах господдержки отдельных категорий лиц, имеющих почетные звания: заслуженный тренер России, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.